Добро пожаловать на мою кухню. Рада приветствовать тебя, Тамила, у себя и в твоем лице всех телезрителей. Ну что ж, я тоже очень рада, что сегодня попала именно сюда, именно в городе Гудермесе мы сейчас. И на такой вот замечательной улице Комсомольской. Я думаю, что сегодня у нас тоже вот такое вот будет комсомольское задание. И готовить мы сегодня будем самые вкусные блюда. И что это будет, Джамиля? Давайте расскажем уважаемым телезрителям, любителям всего самого вкусного и полезного. Это, во-первых, будет слоеный плов. Во-вторых, это будет арабский салат. В-третьих, закуска в виде тюльпанов. Такой весенний подарок дамам. С чего мы начнем, Джамиля? Начнем с того, что вначале мы поджарим мясо, а дальше уже будем действовать по плану, как положено. Так, что это будет? Как мы это будем делать? Масло. Как мы будем жарить мясо? Все задаются вопросом, шучу. Так. Итак, раскалим масло до красна и, как обычно, в плов добавим мясо. Заливаем масло из расчета. У нас риса 1,5 килограмма, из расчета стакан на килограмм. Ну, это сделаем на глаз. Джамиля, а мясо какое у нас? Говядина или баранина? Мясо телятина молодая. Желательно, ну, там на вкус можно и баранину. Кто что любит. В принципе, разницы нет. Ну, чтобы молодое мясо было желательно. Закидываем мясо. Мы слышим такое приятное шипение. Ну, пока жарится мясо, нарежем морковку. Желательно морковку резать потоньше и длиннее, чтобы вот была связка, когда мы будем доставать плов, чтобы он не разваливался. И поэтому нарезать тонкими вот такими пластиночками и наискосок. Сейчас я покажу, как это делать. И чтобы было одинаково желательно. Ну, а лук можно вот в произвольной форме, да? Или то же самое лук должно я приблизительно вот нарезаю вот так. Все нужно ложить в отдельные чашки, потому что оно все будет выкладываться слоями. Ничего, в принципе, не перемешивается. Я хотела бы вас попросить рассказать немного о себе. Я работаю экономистом в эксплуатационном локомотивном депо города Гудермес. Работаю уже 17 лет. По основной профессии филолог. Закончила Дагестанский государственный университет в городе Махачкале. По призванию и вообще закончила филологический факультет, работала учителем русского языка и литературы 5 лет, 3 года ездила в городе Хасавюрте в 4-й школе и 2 года в городе Гудермес. Основное время в депо провела на работе бухгалтером, но года 2 назад перевелась экономистом и работаю также по общественной линии, являюсь заместителем председателя профсоюзной организации. Работа очень интересная, и очень я ее люблю, хотя отнимает много времени и сил. Я сама родом из Хасавюрта, я не местная. Мы переехали в 93-м году сюда, и вот с тех пор я осталась здесь. В коллективе 489 человек, из них 449 машинистов и помощников. Они водят поезда. Так что без нашего коллектива считайте, что это основное звено на железной дороге, без которого жизнь железной дороги, я считаю, не считается возможным. Не было бы ее как таковой. А так женщина мало у нас. Где-то 30 женщин в коллективе всего. Ну, вот так и работаем. Ну, а вот вы когда-нибудь пробовали быть за штурвалом поезда? Нет, туда один раз я поднималась в кабину, правда, там очень интересно. В военное время не на чем было добираться домой, мы были в Минводах в командировке, я ездила. Очень интересно, романтично. Ну а сегодня у нас интересно на кухне у Джамили, потому что она раскрывает массу вкусных рецептов приготовления блюд. Итак, я чувствую, что запах мяса уже, и мясо уже жарится, и я думаю, что нужно посмотреть, что там происходит. Вот, уже вода выпарилась, все считают. Можно сейчас без крышечки, и уже можно подсолить. Каждый ингредиент здесь
соль нужно делать именно на вот этот ингредиент, который ты ложишь. Вот сейчас мы немножко мяса подсолим, а потом каждый слой будем пересыпать. Сейчас мясо подрумянится, и мы выложим на него слоем лук. Его тоже подсолим отдельно. Да. Потому что лука должно здесь быть очень много. Почти 1 к 1. Но я немножко уменьшила, я сделала 1,5 килограмма. Этому казану действительно в этом году исполняется 20 лет. Считайте, это юбилейный плов, потому что в нем постоянно готовится этот слоеный плов. И был он куплен нами, когда мы выехали беженцами в город Хасавюрт. У нас не было посуды, и вот мама вышла на рынок и купила нам этот казан. И вот с тех пор мы с этим казаном не остаемся. Хотя он уже старый, такой невзрачный, но он наш любимый. Ну, сейчас можно уже, наверное, выложить лук. Это мы делаем аккуратненько. И это все больше уже мы не мешаем. Оно будет вот так и лежать слоем все. Должны быть ингредиенты вообще 1 к 1. На килограмм риса, килограмм мяса, килограмм моркови, килограмм лука. Но я немножко убавила, потому что не очень многие любят, когда вот так много. Ну вот, наверное, этого хватит. Этот слой тоже пересыпем, опять-таки, солью. И теперь здесь такой небольшой секрет. Для того, чтобы оно немножко пропарилось, мы немножечко кипятка туда выльем. Буквально вот так. И закроем крышкой. Дадим постоять немножко, видите, уже пошел процесс. Пусть немножко морковь размякнет перед тем, как мы туда положим рис. Студия кухни «Рим» предлагает кухни на заказ от эконом до премиум-класса, от хай-тек стиля до классического. Студия кухни «Рим». Лучшее в вашем доме. Город Грозный, улица Левандовского, 1. Ну, пока у нас тушатся овощи, мы, наверное, займемся подготовкой к салату нашему арабскому. Ну, курицу мы заранее как бы подготовили. Нам надо нарезать. Да, Джамиля заранее отварила грудинку, я да, так понимаю. куриная грудинка. И вот так вот соломкой, вот можно так сказать, даже вручную, да? Порвано все. Да, оно рвется. Сделала вот такие вот соломочки. Ага. Теперь нам нужно нарезать огурчики. Огурчики. И яйца, белок. Ну, вы, наверное, займитесь огурчиками, а вот белком займусь я. И как нужно будет его резать? Разделить вот так в длину пополам, желток удаляем. И вот продольно вот тоненько нарезается, ну, как лапшу. Джамиля, ну а тем временем давайте расскажем нашим уважаемым телезрителям, насколько интересно в вашем городе Гудермесе, потому что когда мы сюда ехали, я видела эти прекрасные здания, вот эти аллеи, вот это все так красиво, все это так увлекательно. А вот обычно вечером, где вы прогуливаетесь и какие у вас есть достопримечательности? В Гудермесе у нас несколько достопримечательностей. Это Рио, то, что недавно у нас открыли, развлекательный центр. Много развлечений для детей. Все с удовольствием ходят туда. Есть замечательный парк, в котором мы прогуливаемся. Ну, для детей у нас, даже и для взрослых, замечательный аквапарк, в котором летом и зимой, даже можно сказать, нет отбоя. Очень много посетителей, все проводят весело свое время. Ну, вот такие у нас достопримечательные. Есть торговый центр «Жемчужина». Там очень хорошие магазины, хорошее рекламное агентство, с которым мы сейчас плотно работаем в преддверии нашего столетия. Это красиво, все зеленеет, и все это, конечно, благодаря нашему главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу. Что было бы, если бы его не было, я просто даже не представляю. Рейс-хол за этот прекрасный город, за эту Чеченскую Республику. Да. Ну а вот про столетие депо. Расскажите, пожалуйста, вот какие мероприятия намечаются в этот день празднования? В этот день у нас, это само столетие будет у нас 11 июня. С праздником, поздравляю спасибо. вас.
Исполняется ровно 100 лет со дня образования депо, когда пошел первый локомотив по нашим путям. Намечается грандиозный праздник. Ну что же, я думаю, что и пройдет у вас мероприятие очень увлекательно и очень красиво. Но у нас вот увлекательно происходит весь процесс приготовления. Все должно вот быть вот в такой форме обязательно, потому что он вид такой приобретает, и есть его очень удобно. И в каждый ингредиент ты чувствуешь вкус, когда его ешь. Потому что если вот как-то мелко перемешать, оно не так все смотрится, и не так, когда ты ешь. Джамиля, на вот рецепт приготовления вот этого блюда, то есть салата у нас арабского, кто вас научил? Подруга. Она со мной работала, вот как-то принесла, и мне очень понравился этот рецепт, с тех пор я его готовлю. Да и коллегам, когда приходили ко мне домой, праздники мои семейные, тоже очень понравился этот рецепт, хотя много салатов там бывало, но особое предпочтение арабскому и гранатовому браслету. Всегда отдавалась. Я решила, браслет, это ну, да, это вообще изумительно, очень калорийно и очень полезно. Ну вот морковочка у нас размякла уже. Сейчас мы можем непосредственно выложить сюда рис. Воду солоноватее сделать, потому что рис впитывает много соли и перца. Перца тоже нужно побольше. Вот аккуратно, чтобы у нас рис не разбежался и чтобы не всплыл ни лук. Вот так можно разровнять, и вообще по ходу можно даже как бы этот рис утрамбовывать, чтобы он не разваливался, когда мы с вами будем его доставать. Ну а чеснок, как же плов без чеснока у нас будет? Нет, будет чеснок. Молодой чеснок у нас. И мы несколько зубчиков туда побросаем, чтобы аромат был. И ложкой немножко так давим туда. Ну вот. Теперь мы его разгладим, накроем пищевой пленочкой, уменьшим газ, и пусть он уже упаривается дальше. И закрываем пакетами нашими. А это для чего мы делаем? Чтобы рис упарился хорошо. И на самый медленный огонь закрываем крышечкой. И все. Сейчас он будет дозревать. Огонь будет уже минимальный. Джамиля, по времени сколько это будет? Минут 25-30. За это время можно как раз закончить салатом и накрыть на стол. Ну а тем временем мы займемся дальнейшим приготовлением салата. Салат сегодня у нас арабский. И режем мы ингредиенты нашей соломки. Уважаемые друзья, знаете, что в яичном желтке очень много холестерина, поэтому я не советую вам очень много кушать вот этого желтка. Белок очень полезен, кушайте белок, ну а желтком нужно немножечко... Ну в этом салате, мне кажется, все полезное как раз таки сочетается. Ну, да. Белая фасоль, грибы, шампиньоны нарезанные. Можно взять целые и самому нарезать. И вот это все заправляется майонезом. Хотя майонез высококалорийный, но салат сам по себе бывает легким. Легким, вкусным, да, и полезным, да, где очень много белков. Да. Очень много белков. Как раз таки для людей, которые на диете, особенно на белковой диете, я думаю, что очень вот этот салат, да, будет как никогда кстати. Так, ингредиенты наши нарезанные. Да. И можем соединяем ингредиенты, конечно же. Ну а помимо всего этого на столе еще вот такие вот красивые печенья стоят, оформленные клубничкой. Это вы готовили сами? Да. Расскажите. Это называется ракушка. Они тоже легкие. Ну, тесто бисквитное обычное, 5 яиц, стакан сахара, стакан муки и соды немножко. Запекаешь, ну и в горячем виде сразу нужно защемить. Получается такая красивая ракушка. Очень красивая, я думаю, что стоит ее попробовать. И ее очень хорошо с белой варенье, белой черешни, оно очень хорошо тоже сочетается. И очень удобно брать, да, очень есть удобно кушать. И очень, кстати, вкусно. Какая прелесть. Советую вам приготовить. Действительно,
Очень легко, я думаю, что да, можно приготовить. Конечно, занимает время. На одну вот такую лепешечку нужно чайную ложку теста в раскаленный противень, смазанный маслом, и в духовой шкаф. Ну, на минут 5-10. И вот пока они не приобретут вот этот золотистый оттенок, достаешь, можно варенье, можно малинку, уже на свое усмотрение. Ягодное варенье туда очень хорошо подходит. Действительно очень вкусно. Но тем временем уже Джамиля закончила приготовление, я так понимаю, да? Да, что вот это все. Белая фасоль, шампиньончики. Все это мы вот в хаотичной порядке, теперь это все, делаем? да. Теперь это все перемешивается. Надо доесть. Это все перемешивается и разбавляется майонезом. Воспользовалась случаем насладиться печенюшкой. Это очень вкусно. Не хватает чая. Чай будет. Но потом, когда придут дегустаторы. Да. Мне придется с этим повременить и подождать. Наберемся терпения, друзья. Ну, ты пока мешай. Джамиля, думаю, что нужно что-то еще сюда добавить? Майонеза. И побольше. Майонеза, да? Этот салат любит майонез. Этот салат любит майонез. Все любят майонез, жирный майонез. Кто его не любит, да? Кто его не любит? Я думаю, что вот этого будет достаточно. Да. Да. А я пока выложу вот так красиво чашечку нашу. И, конечно же, тщательно все это перемешаем. Да. И выкладываем такое блюдо. Да, тщательно все перемешаем. Соли мы туда не добавили. Нет, потому что там огурцы, шампиньоны. За счет того, что все у нас другие ингредиенты такие слабосоленые, наш салат мы не будем солить. Вот эти все наиполезнейшие продукты мы взяли вот так вот майонезом. Все испортили. Но при вкусе, при процессе пробования вот этого салата, он, конечно же, будет очень вкусный. Опять-таки, мне придется пожертвовать собой и отведать целую столовую ложку майонеза. Очень вкусно. Очень вкусно. Будем ждать дегустаторов, которые тоже, наверное, подтвердят мою версию о том, что это очень вкусно. Но вот с этим полезно чуть-чуть мы повременим. Джамиля, я всегда пропагандирую и говорю о том, чтобы зрители побольше питались и употребляли в пищу обязательно зелень, потому что это клетчатка, это все самое вкусное и полезное. И я сейчас хотела бы тебя попросить, может быть, мы добавим сюда зелени? Я думаю, что к этому у нас по вкусу, к нашим ингредиентам, продуктам очень хорошо пойдет лучок. Зелень ничего не мешает. Наоборот, украшает и вот дает пикантный и насыщенный вкус. Думаю, что мы возьмем сюда лучка и тоже вот так вот аккуратненько, мелко вот так вот нарубим, и будет это очень вкусно. Красиво. Да, и красиво. Итак, все у нас готово. Теперь осталось разложить все это на порции и, конечно же, дождаться наших дегустаторов и плова. Плов сегодня у нас слоеный. Думаю, что получится очень вкусный. Я массу раз готовила, конечно же, плов, но вот таким способом я пробую вместе с Джамилей сегодня в первый раз. Джамиля, а в роли дегустатора кто сегодня будет? Сегодня в роли дегустатора будет моя подруга Шовда и сноха Фатима. Какое красивое имя Шовда. Ну да. Ну что ж, ждем тогда наших дегустаторов и тем самым займемся. Они скоро подойдут. И может последний цветочек у нас нафаршируем? Да. Нафаршируем чем, Джамиля? Расскажем нашим зрителям. Я думаю, что у них сейчас возникли вопросы. Что же это на столе? Что это за помидорчики такие? Что же это за тюльпанчики такие? Джамиля, расскажем. Ну, помидоры вообще-то должны быть сливки, но так как в данное время еще их нет, удлиненный сорт. А у нас такие обычные помидоры. И помидор обычный разрезаем на 4 части. Да, зрителям нужно это показать, нужно оттуда убрать мякоть всю. Да, мякоть всю убираем. А фаршируется она сыр, натирается на терке. Джамиля, давайте все-таки еще раз повторим нашим уважаемым зрителям, те, кто захотят дома приготовить у себя вот такую красоту, что это за начинка и что туда входит.
Ну, соус можно делать любой начинку. Можно и плавленый сырок, но я взяла обычный сыр голландский, и натерла через мелкую терку, немножечко моркови, чесночка, укропчика и майонеза. Получается вот такой густой соус. И помидоры разрезаются на 4 части, там до сантиметра остается, для того, чтобы он у нас не развалился. И мякоть из него чайной ложкой выковыриваем. Остается вот такой пустой цветочек. Вот этот цветочек мы аккуратно начинаем фаршировать. И вот так сдавливаем. Можно, чтобы его было видно. Да, более тюльпан, она напоминает более тюльпанчик такой. Можно даже немножко. Здесь мы делаем отверстие с ножом и вставляется перышко лука. Вот видите, он уже напоминает тюльпан. Да, тюльпанчик. Поставили. Вкусный такой вот тюльпанчик у нас на столе сегодня. Да, он и, в принципе, для того, чтобы его еще немножко как-то разнообразить, мы с вами сделаем типа бантика. Но я взяла такой желтый перец, можно и красный, но когда красного много, он не будет так смотреться. Ну, вот просто тоненькие колечки вот такие сделаем. И вот сюда уже поставим 2 банта таких, 2 ярких пятнышка. И вот такое у нас получается блюдо. Вот такой вот красивый, наивкуснейший букет, которым мы насладимся чуть позже. Ну а сейчас займемся оформлением салата. Студия кухни «Рим» предлагает кухни на заказ от эконом до премиум класса, от хай-тек стиля до классического. Студия кухни «Рим». Лучшее в вашем доме. Город Грозный, улица Левандовского, 1. Ну, сейчас наступает самый ответственный, волнительный момент. Это всегда, когда я его готовлю, я ожидаю, что же все-таки там у меня произойдет. И поэтому сейчас мы с вами постараемся перевернуть этот плов на поднос и будем стараться. Ух ты, какая красота! Здесь мясо немножко у нас пристало. Джамиля, так это не плов, это торт! Ну да, своеобразный такой слоеный торт получается. Какая красота получилась! Здесь у каждого ингредиента какой-то свой особый вкус у него бывает обычно, там, потому что мясо там отдельно прожаривается, сок стекает на рис уже, когда все. И вот его едят как фактически торт. У каждого ингредиента сохраняется свой вкус, потому что оно не смешивается. И по ходу, когда ты его переворачиваешь, видите, сок уже потихонечку спускается вниз. Видите, уже прям желтенькой полосочкой такой. Очень пошел. Красиво, но так аппетитно выглядит. Ну, просто. Сейчас остается только попробовать. Да. Ну, понесем к столу. Да. Красивый, вкуснейший слоеный торт. Ну а сегодня за столом не только я, но и наши дегустаторы. Джамиля, давайте познакомим уважаемых телезрителей с нашими гостями. Слева от тебя, Тамила, сидит Шоуда, моя давняя подруга. Дальше сидит Фатима, моя сноха, любимая. Ну, я думаю, что вот эти замечательные женщины сегодня
расскажут, вкусно ли это или нет, потому что сегодня мы с Джамилей готовили именно для вас и для наших уважаемых телезрителей, любителей всего самого вкусного и полезного, раскрывали рецепт приготовления. Думаю, что вам это понравится. Осталось только попробовать сейчас. Джамиля все-таки нарушит эту красоту, и придется ей разрезать этот слоеный плов такой вот красивый, и мы это все попробуем и оценим. Да, попробуем. Он разрезается почти как торт. Можно его вот так забрать и уже в своей тарелочке все это перемешать и поесть. Кто как любит, можно отдельно, можно смешать. Женя всегда для нас готовит вкусные блюда, она не перестает нас удивлять, конечно. И каждый раз все новое и новое. И не знаю, откуда у нее такие рецепты богатые. Будем пробовать, наверное, сейчас. Да, будем пробовать и оценивать. Ну а вот в быту дома вот, часто ли она вот готовит? Вы знаете, она часто готовит, не то что готовит. Она умеет и шить, и ремонт делать по дому, огородом заняться, на работу ходить. Везде она успевает. Песни еще она умеет петь у нас. Да. В общем, на все руки мастер. Я Джамилю очень давно знаю, и сколько я ее знаю, она разные блюда готовила, и получалось очень вкусно. Думаю, что сегодня мы не ошибемся и, попробовав, скажем, вкусно это нет. Бисмиллахи рахмани рахим. Давайте попробуем, отведаем и скажем свои вкусовые ощущения. Очень вкусно. В меру такой соленый плов, в меру распаренный, в меру вареный. А мясо какое нежное получилось. Да. Преимущество мяса в том, что оно всегда нежное получается. Оно как бы и на пару немного, и поджаривается, и пропаривается потом. За счет этого оно не как в обычном плове суховатое бывает, а нежное очень получается. Действительно очень нежно. Но особенно любительница овощей, мне нравятся очень тушеные овощи. А вот эти овощи очень вкусные. Очень вкусный плов получился, мне очень нравится. Девочки, а вам как? Плов получился бесподобный, вкус очень хороший. Ну да, все эти продукты пропитаны каким-то особенным вкусом. Ну а вам? Вы знаете, вкус этого плова приводит нас в восторг своим насыщенным вкусом, сочностью. Очень вкусно. Как всегда. Джамиля, как всегда, очень вкусно. Ну что ж, но это еще не все. Ведь у нас еще впереди салат. Салат под названием арабский. Давайте отведаем и тоже передадим свои вкусовые ощущения нашим уважаемым зрителям. Вкусно. А вам? Очень вкусно. Очень вкусно. Особенно мне нравится сочетание вот здесь огурцов, вот этого куриного филе. Очень вкусно. Грибы пикантность придают ему. Но грибочки, яйца, белая фасоль. Все очень вкусно, но очень калорийно, конечно же. Ну а что наши дегустаторы, которые сегодня все так твердо молчат? Девочки, Очень поговорим. Поговорим о самом вкусном и полезном. Очень бесподобный салат, очень вкусный. И очень полезный, я бы сказала. Мне очень нравится. Очень вкусно. Шоуда? Я с вами соглашусь. я же говорю, уже с некоторых пор она сама его часто стала готовить, как у меня попробовала на день рождения. Шоуда согласится с нами и дальше насладиться этим неповторимым вкусом. Действительно очень вкусно. Такой вот необыкновенный вкус.
думаю, что у себя дома я тоже буду неоднократно готовить вот этот салат. Большое спасибо тебе, Джамиля. Большое спасибо нашим дегустаторам, которые сегодня отведали и передали свои вкусовые ощущения. Ну, в общей сложности я бы сказала, что Джамиля не только прекрасный работник у себя в Гудермесском локомотивном депо, но и замечательный кулинар, а также замечательная женщина, потому что сегодня она приняла нашу съемочную группу и для всех любителей всего самого вкусного и полезного раскрыла вот эти рецепты приготовления замечательных блюд. Спасибо, Тамила, за то, что вы приехали сегодня, посетили нас. Спасибо моим дегустаторам за то, что оценили. И хочу тебе вручить маленький такой презентик. Это кружка с железнодорожным логотипом. Когда ты будешь ездить в дальние поездки, будешь из этой кружки пить чай. Да, конечно. Она наша корпоративная, ее нет в продаже. VIP-клиентам Да. поезда. Вот такая кружка. Смотрите, какая прелесть, а? Вот здесь вот и поезд видно. Да, наш логотип да, РЖД. Логотип такой. Ну что ж, буду наслаждаться чаем из этой прекрасной кружки. Большое спасибо, Джамиля. Спасибо. Очень приятно принять такой подарок, особенно от работника железнодорожного транспорта, да и рейсового. Джамиля, большое спасибо. Думаю, что наши телезрители будут тоже пользоваться вот этим рецептом приготовления блюд. Все у нас получилось так красиво, все это у нас получилось аппетитно, все у нас получилось вкусно. Ну и самое главное, друзья, оставайтесь всегда с нами на нашей кухне, где бывает только все самое вкусное и полезное. Приятного вам аппетита!